Я Саитова Рамиля, кандидат на должность главы Республики Башкортостан. Сегодня 23 июля 2019 года. 17 июля ЦИК Республики Башкортостан отказал мне в регистрации кандидатом на должность главы Республики Башкортостан. 22 июля, вчера, суд отказал мне в удовлетворении иска по этому вопросу. Но есть как минимум 2 недели на подачу жалобы, рассмотрение ее Верховным судом Российской Федерации, где она, я надеюсь, будет удовлетворена. Но все это время вот этот человек, который рядом со мной находится, это, ну, я не хочу сказать шпион, это Штирлиц, это наш Штирлиц в Центральной избирательной комиссии, потому что она назначена мной, и согласно части 4 статьи 32 Кодекса о выборах, ее полномочия сохраняются до тех пор, пока решение суда не вступит в законную силу. Ирина? Ирина Курели, Штирлиц, все еще член ЦИК с правом совещательного голоса. Да. Сегодня я подала запрос на ознакомление листов поддержки депутатов, кандидатов на главу Республики Башкортостан. Да. Что мы там будем искать, я расскажу чуть попозже. Вот этот ЦИК, убедитесь, пожалуйста. А это мы, Штирлиц и будущий глава Саитова. Теперь я поясню, какой запрос подала Ирина Курели. В Республике Башкортостан 9062 муниципальных депутата. Я полагаю, что именно поэтому было организовано 9 кандидатов, 8 из которых успешно прошли регистрацию, а 9-й кандидат, я полагаю, что это Сания Тимасова, ну, видимо, что-то ее удержало от регистрации. Вот. Соответственно, вы представьте себе, вот как собрать эти подписи. Некоторые кандидаты откровенно заявляли, что им по 1000 контактных данных предоставили для того, чтобы поработать с этими депутатами. Но начав их обзванивать, они поняли, что они сами это сделать не могут, в итоге им помогли. Также есть кандидат, который тоже откровенно признался, что подписи депутатов ему передавали через глав администрации районов, никак не иначе. Вот это подтверждает мои догадки о том, что как происходило подписание этих листов. Подписывались, я так думаю, вот видите, да, видно, да, там, Ирин? Ага. Там видно, было, да? подписывались пустые листы. Вот лист, который вот у меня есть, вот тут написано Саитова Рамиля. Вот, я такие листы распечатала, вот. А вот он пустой лист, сюда вот, понимаете, да, тут можно вписать, депутат может вписать свои данные, подписаться, что вот он, ну, поддерживает депутата. После этого, когда уже определится, какому же конкретно кандидату будет выдан вот этот лист поддержки, вот сюда еще раз прокатывается через принтер этот лист, и туда уже вот такой вот абзац вставляется конкретно уже с указанием на кандидата. При этом вы понимаете, да, что если это делается после того, как депутат подписал, то оно пойдет криво. Невозможно на принтере такую операцию произвести практически невозможно. Нужна очень дорогостоящая аппаратура. Я не думаю, что они так старались. Как правило, даже и не, ну, как бы не рассчитаны на проверку такие вещи. Вот. И что? Потом, я так полагаю, вот, например, уже впечатали сюда вот дополнительный абзац. И как происходит дальше нотариальное заверение? Эта пачка вот пачку эту предоставляют нотариусу. Соответственно, в нотариальных записях останется, что все эти листы поддержки, они были, ну, практически единовременно засвидетельствованы нотариусом. Вот для того, чтобы проверить вот такой характер подписи в листах поддержки, мы с Ириной и решили, что она вот подаст этот запрос. Мы его подавали, нам ЦИК РБ с радостью отказал. Ирина, ты помнишь, да? Да, конечно. Да. Как только они отказали мне в регистрации, они тут же нам с радостью сообщили, что теперь они что мы не уполномочены вообще рассматривать. Что они нам ничего не должны. Да. Ну вот мы сегодня немножко, я надеюсь, удивили комиссию. Вот, и, Ирин, вся надежда, Башкортостан надеется на тебя, Ирин. Выключай камеру.